касательно урбанистики. То есть вот вы сейчас то, что рассказываете, очень хорошие проекты действительно в городе делаются, то, что все люди могут почувствовать, то, что вот парковые зоны создаются, набережная, подмостовое пространство, сам рядом живу, там насколько оживилось все, хотя бы пустырь. Наш коллега сказал про бюджет участия. Этот проект уже вообще начинался здесь, в Сорокинском районе, по стране, как бюджет участия. И мы увидели, что жителям это интересно, и нам тоже это в работе помогает. Поэтому с этого года мы во всех районах это начали. И вот обучали. У нас есть сити-менеджеры, могу познакомить. Может быть, ваш опыт и их опыт, может быть, надо совместить, которые организовывают встречи с жителями. Практически все дворы, которые мы сейчас делали, обязательно приходим, мнение жителей спрашивают, что вы хотите здесь? Спортивную площадку, детскую площадку, либо парковку, либо мы называем тихой зоной для взрослых, да, для пенсионеров. Им эти активные не нужно, где скамеечка, там, чтобы беседка была. Вот это все мы согласовываем. Поэтому общественное пространство тоже. Эта работа ведется. Может быть, мы до вас не довели. Давайте, ваш опыт тоже для нас интересен. Мы подключим к этой рабочей группе и готовы работать. И мы видим, что чем больше мы вовлекаем в этот процесс людей, чем интереснее становится. У нас есть центр урбанистики. И как раз вот эти общественные пространства, это в недрах центра урбанистики все появилось у нас. Вот эти подмостовые пространства, общественные пространства. Чтобы объединить эти парки, чтобы скверы, парки, чтобы были. Ну, мы вообще все это делаем в рамках мастер-плана «Нур-Султан. Комфортный город». Мы этот мастер-план приняли, эксперты были, британские эксперты приходили, они говорили, как большие города развиваются. Мы международный опыт изучили, потом наши урбанисты, с учетом нашей специфики, нашей климатической особенности, все это мы изучали.